Здравствуйте, в эфире первый выпуск программы «История башкирских родов». У микрофона Максим Курников. Ну а основной спикер этой программы сегодня тоже в студии Салават Хамидуллин, директор автономной некоммерческой организации «Шажире», кандидат исторических наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас такая вводная программа. Мы в целом поговорим о том, чему будет посвящен этот цикл программ. Я думаю, что у нас выйдет в общей сложности больше 20 программ. Примерно столько же, сколько томов вышло как раз под руководством Салавата Хамидуллина. Ну, давайте в двух словах расскажем о том, что за литература издается в вашей автономной некоммерческой организации. Ну, вот как раз вот этот многотомник «История башкирских родов», вот на данный момент уже 22 тома, 23-й том вот-вот выйдет, 24-й том уже, так скажем, подготовлен фактически к печати. А сколько всего планируется? Ну, как раз планируется по количеству всех башкирских родов, а их более 40. Некоторые, конечно, вот мелкие рода мы объединяем, там, допустим, вот у нас был, я не помню, какой по счету том, 21, по-моему, туда мы 6 мелких родов объединили в одном томе, поэтому, возможно, меньше 40 томов выйдет. Давайте тогда, в принципе, поймем, а как изучается история башкирских родов. Вот те, кто учились на историческом факультете, не дадут нам соврать, что история – это, в общем, наверное, только одна из тех наук, которая изучает прошлое. Есть хронология, есть источниковедение и прочее. Какие-то прикладные дисциплины. Вот давайте как раз по ним и пройдемся. Начнем с хронологии. О каком периоде идет речь? Здесь как раз интересно. Здесь, наверное, нужно просто понимать, что мы как бы делим вот этим изданием историю башкирского народа, в общем-то, на две, может быть, даже где-то в каком-то отношении несводимых частях. То есть, есть общенациональная история, это одно. Здесь вот как бы понятие хронологии, вот откуда, значит, первое упоминание, условно говоря, о башкирах и вот до, скажем, сегодняшнего дня. А ведь некоторые рода, которые входят в состав башкирского народа, они ведь древнее даже упоминания самих башкир, понимаете? Mm-hmm. Вот. Поэтому тут хронология такое, так скажем, она довольно-таки расплывчатая. Тут, я думаю, вряд ли мы можем говорить вот о какой-то хронологии. Давайте тогда со стороны источниковедения посмотрим на это все. Какие источники являются основными при изучении истории башкирских родов? Значит, когда мы говорим о древней истории тех или иных башкирских родов, не все башкирские рода имеют какую-то древнюю, да, средневековую историю, но многие имеют. Вот по ним как раз вот есть и средневековые, и восточные источники, и западные, и так далее. Вот. Именно средневековые письменные какие-то. Источники, да, именно письменные источники. Именно письменные источники. Вообще, в основном мы основываемся на письменных источниках. Вот, что касается собственных исследований. Конечно, мы можем использовать там, работы там, и археологов, и так далее, там, смежных специалистов по смежным дисциплинам. Но в первую очередь мы в своих исследованиях опираемся на письменные источники. Далее, значит, данные Шажире. И уже когда мы приходим к моменту, скажем, 19-20 годов, у нас огромный корпус материалов различных переписей. Угу. Плюс, значит, у нас метрические книги Магометанского духовного собрания. То есть, мусульманское население, вот как, значит, раньше приходские, тоже была духовная консистория, христианское население, значит, переписывалось, то есть, так называемые ревизии проводились. Также и здесь, значит, Магометанское духовное собрание вело свои метрики, и слава богу, что этот архив сохранился у нас, и это тоже огромный корпус документов. То есть, письменные источники, конечно, преобладают. Это понятно. Это понятно. А вот давайте о них немножко подробнее поговорим. В каком они, во-первых, состоянии, насколько легок к ним доступ, насколько это, в общем, большой труд изучить эти источники? Ну, что касается, вот, допустим, архивных документов 17-18 веков, которые лежат, условно говоря, там в РГАДе, да, в Москве, Российский архив древних актов, да, там немножко усложнено. Но мы тоже делаем фотокопии, заказываем и так далее. Но там сталкиваемся с такой вещью. Был такой предмет, если вы помните, исторический, полиография. Да? Да, конечно. Чтение вот этих источников. Там, если там скоропись 17 века, то, там, скажем, не специалисту вряд ли не прочитать. Да. Невозможно. Вот. Да. И поэтому вот есть вот такие моменты. Но у нас есть специалисты, которые прочитывают, мы их используем. Вот эти документы, это РГАДовские, это одно. А то, что вот у нас хранится здесь в Башкортостане, в нашем архиве, это имеется в виду документы, материалы переписи различных и метрические книги Магометанского духовного собрания, то это уже сейчас, это уже, в общем-то, вообще не проблема. То есть, эти материалы, они идет оцифровка, что значит, скажем, еще не оцифрованное, будет оцифровано, и уже
значит, многие документы, вот эти материалы мы берем уже в электронном виде даже. Если говорить как раз об этих письменных источниках, которые совсем древние, с чем самым древним вам приходилось работать? Самым древним? То есть, вот непосредственно вы имеете родов, да. Или уже опубликованный источник? Какие вы имеете в виду? Я имею в виду с тем, с чем вам приходилось работать, что вы видели. Ну, может быть, да, может быть, и то, что опубликовано, а вы пользовались уже только опубликованными копиями. Нет, но есть же еще опубликованные документы, да, допустим, там, я не знаю, там, ну, средневековые там какие-то сочинения, да, или что вы имели в виду? Или там какие-то китайские, условно говоря, да, работы, там вот, огромная куча этих китайских династийных хроник, да, которые мы тоже используем там в написании, так скажем, истории тех или иных башкирских родов. Вот, наверное, вот это. Ну, вы упомянули археологические тоже, да, какие-то вещи. Чем археология вам помогает в написании? Ну, археология, опять же, это смотря по, значит, каким родам, так ведь, там, допустим, вот, условно говоря, вот есть род у нас бурзян, мы еще не написали, но будем писать. Вот нам археология, она здесь, естественно, будет тоже помогать в том плане, что, допустим, вот на территории Бурзянского района найдены, скажем, керамика, да, керамика, которую, в общем-то, ученые сопоставили ее с керамикой, которая была найдена на территории, условно говоря, Хазарского каганата. Из этого вывода мы делаем вывод, то есть археологи, да? Что произошла какая-то миграция из Северного Кавказа, значит, с территории Хазарского каганата вот сюда. И главное, моя диссертация, вот она и так и называлась, «Бурджаны в истории Евразии». Я даже не зная вот этих данных археологии, на основе, значит, письменных, нарративных источников тоже пришел к выводу, что вот как раз бурджаны – это выходцы, значит, с территории Хазарского каганата, которые переселились вот на Южный Урал. Мне сейчас главное удержаться от моей любимой темы венгров, и как они отсюда, да, тоже ушли на свою нынешнюю родину. Но я думаю, что так или иначе как-нибудь затронем. Скажем, конечно. Возвращаясь опять же к тому, что такое история башкирских родов. Что мы понимаем под словом «род»? Потому что все-таки у каждого народа есть свое определение, свое понимание. Да, это очень такой тонкий методологический вопрос, потому что, допустим, что понимал под словом «род», там, племя, допустим, Морган, да, и потом после него там Энгельс, который писал «Происхождение семьи», там, частной собственности и капитала, да, вот, государство, да. Вот, это одно, то есть, там у них как вытекало, вот семья, потом из семьи, значит, получается род, из рода племя, из племени, там, значит, там, союз племен, и там, вот, и потом государство, да, то есть, нет, мы ушли вот от этого, и это специально мы этот вопрос затемнили, то есть, потому что это такая вещь, на которую даже не всякий социолог там сможет дать ответ, если, значит, мы сейчас будем в каждом томе объяснять, вот, мы вот это под родом понимаем то-то, то-то, то-то. То есть, вы род не как это принято было раньше говорить, политэкономическое понятие, именно. А род скорее как этнокультурное, этнографическое. Ну, что-то, да, что-то такое общее, так, скажем, даже то, что вот мы в обыденном плане... Ведь, смотрите, в последнее время мы пришли к тому, что во многих... скажем, исторической литературе, во многих работах стали вот это слово «род» заменять просто словом «клан». Чтобы было полно. Вот клан, все, это какое-то такое неопределенное какое-то понятие, вот клан и все. Но почему у нас здесь, значит, тоже как бы ложится на наше это дело, мы тоже иногда у нас нет-нет да проскальзывает это слово. Вот, потому что каждый башкирский род, он в чем его была субъектность, что он был, там, скажем, хозяином там, какой-то определенной какого-то клочка земли, да, то есть какой-то вотчинной территории, так называемой вотчины. Вот, и, собственно, вот это была экономическая основа вот этого рода и гарантом его сохранения, вот это общественное владение там какой-то территорией. Ну, мы в будущих программах будем прямо брать историю конкретного рода и на ее примере рассказывать, что происходило с ним на протяжении веков. Но вот прежде чем мы перейдем к конкретным родам, все-таки хочется понять историю родов в общем. Какие этапы проживал род как такое явление на протяжении последних веков, особенно в советское время? Насколько советская власть считала нужным соблюдать эти родовые устои, или наоборот советская власть старалась разрушить их? Насколько род как вот такое понятие сохранилось у современных башкир? Каждый ли башкир знает, к какому роду он относится? Ну, во-первых, надо сказать, что, значит, если мы говорим о роде, то это не какой-то, значит, не нужно понимать под этим какой-то коллектив, там, который связан кровно-родственными связями, да.
уже в 19 и даже в 18 веке род это уже стал больше территориальным понятием. То есть, потому что там... Как район. Да, условно говоря. Вот просто, я же говорю, владельцы вот определенной значит, территории, там, значит, участка земли, да, там, какого-то, значит, вот, это первое. Второе, значит, я же сказал, что экономической основой этого существования вот этого родового, да, уже потом волостного деления была вотчина. Когда советская власть в 17 году, в общем-то, ликвидировала башкирское вотчинное право, оно было отменено, да, знаменитым декретом о земле, собственно, вот и все. Под, скажем, вот это деление родовое, там, оно потеряло, так сказать, вообще свой смысл. Вот. Сейчас, конечно, для большинства башкир это просто воспоминание, что вот он принадлежит там, вот к тому-то, к какому-то такому роду. Да? И это сейчас, вот, что интересно, вот в 90-е годы это все опять стало возрождаться. В советское время как-то стало забываться. И даже потом, я вот помню, у нас был такой... философ Дамир Джавадович Валеев, уже покойный, и вот он все время там, значит, говорил, не надо делиться на роды, это племенной тройболизм и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, он считал, что это угрожает целостности там, народа, да, целостности башкирской нации. Вот. Сейчас мы видим, что это совершенно другое обличие это принимает. Поскольку уже, конечно, никакой тут экономической, значит, составляющей нету, но людям интересно, понимаете, что вот я вот принадлежу вот какому-то роду. Откуда вышел, откуда корни. Да, конечно. Но вот когда мы говорим о том, что род со временем перешел от родственных связей скорее к территориальным и экономическим, сегодняшние районы Башкирии, насколько они соответствуют тому территориальному родовому делению? Нисколько не соответствуют, они просто были нарезаны. Ну, как-то, может быть, даже произвольные, там, или, может быть, там, каким-то... Я просто не могу сказать, ответить, поскольку не в курсе. Вот. Ну, не соответствует никак. То есть, это разные... Ну, может быть, там, я не знаю, там, Балакатайский район, Белокатайский, так называемый, да, там в основном почти что целиком вот проживает башкирское племя Балакатай. Вот, может быть, вот какой-то... А бурзян вы сказали, нет? Бурзян там и не только бурзяне живут. Там и бурзянцы живут, там и кипчаки живут, и так далее. Там тоже, значит, такая через полосица. Хорошо. Я, кстати, напомню, что мы будем говорить о каждом роде отдельно. Может быть, и попробуем как-то в каких-то программах объединять сразу по несколько родов. Но вот возвращаясь, опять же, к тому, что такое род, наверное, трудно говорить без упоминания о формировании, в принципе, да, какой-то государственности здесь в Башкирии, какое-то определение территории Башкортостана в какие-то древние времена. Когда мы фиксируем разделение на эти рода, вот уже точно, когда источники нам говорят, что это подразделение на рода произошло? Ну, вот, наверное, надо начать, что вообще, так скажем, первое упоминание о башкирах, да, когда пошло, значит, первое упоминание считается о башкирах, это 7 век, это китайская хроника Суйшу, упоминается народ Башу, Кили, и, в общем-то, в китайской историографии, в общем-то, там уже, в общем-то, давно установилось мнение, что это и есть, собственно, башкиры. Потом это мнение было поддержано и западными историками и так далее. Это 7 век. Потом в арабских источниках это 9 век впервые они упоминаются. Этот Салам Турджиман, потом Ибн Фадлан, и там уже пошла огромная куча там, значит, различных авторов. Вот. Когда на разные племена, это вот вопрос интересный, конечно, вот... Наверное, это вот мы точно можем сказать, что вот какие-то вот начали вот эти племена уже, наверное, поскольку средневековых источников почти что не сохранилось, а те, которые сохранились, они вообще ничего не говорят о родовом делении. И впервые мы видим это в русских документах XVI века. Что то вот, есть они уже фиксируют устоявшуюся картину. Да, устоявшуюся картину, что вот там какие-то роды, там, значит, допустим, там башкирец, там, допустим, там, Айсуак Исанбаев, башкирец Уранской волости. То есть, это род Уран, там, значит, Иван Васильевичу, значит, получает от него там, значит, жалованную грамоту. Вот, и мы вот, вот уже есть. Там, и так далее, и так далее, и так далее. Насколько эти рода между собой, в каких отношениях они были между собой? Насколько они были независимы друг от друга и зависимы наоборот? Вот как раз, вот, наверное, все-таки нужно опять немножко вернуться вглубь веков, то есть сказать, почему это, когда эта система она возникла и почему она возникла. Вот.
Потому что сначала вот мы видим в арабских источниках, допустим, там Масуди пишет, вот, значит, племя Башгорд вместе там с печенегами, там они рванули к пределам Византийской империи, вот, и пишет, что у каждого свой малик, то есть у каждого царь, свой царь. То есть мы видим, что, оказывается, там у них была сначала вот такая система, что во главе стояли там, то есть была какая-то властная вертикаль, раз есть царь, так ведь? Там Идриси тоже пишет о неком, значит, когда описывает башкирский город Нимджан, он говорит, там есть династ, у которой правит этим городом династия, в которой власть передается от отца к сыну. Да? Далее, значит, есть эпос, агузский эпос. Я его тоже воспринимаю, этот эпос, как именно исторический источник. Он зафиксирован Рашид-ад-Дином в XIV веке. Агуз-Наме. Он тоже пишет о правителе, значит, там говорит, правитель. Были два народа, Курал и Башгорд, которые были непокорными, не покорялись Агуз-хану, и во главе их был там, значит, их правитель хан, значит, Карашид. То есть, и вот там масса. Потом сюда приезжали венгры, Яганка-венгр в XIV веке, он тоже пишет. О государе всей Басгардии мы нашли зараженным сарацинским заблуждением. Значит, это венгр сюда приехал. Тоже говорит о каком-то государе всей Басгардии. То есть, мы видим, что какая-то здесь была властная вертикаль, но которую потом раз... И каким-то волшебным способом она уже к XVI веку, к моменту вхождения Башкортостана в состав России, никаких царей нету. Вот. Тогда вот что хочется понять. Вот когда мы говорим об этом родовом делении, у каждого народа есть свое название. Как на башкирском звучит вот это слово «род»? Как оно обозначается? Арау. Это сейчас Арау. А вообще там, значит, раньше вот в источниках писали Иль или Иляу. Или ну, улус я не встречал, но вот чисто башкирских источниках я встречал вот два: это Иляу или Иль. Я почему спрашиваю, потому что если мы возьмем, ну, хотя бы те народы, которые входят в состав Российской Федерации, у многих эти названия там сохранились. И если мы говорим, например, о Чеченской Республике, там есть тейпы, да, и они до сих пор очень огромное влияние оказывают на взаимоотношения. Мало того, внутри. Это живой организм у них. Да. Насколько у нас уже не живой сегодня, организм. На ваш взгляд, оказывает какое-то влияние? Я вот думаю, уже нет, уже никакого. Это, скорее всего, историческая память. Это как раз вот именно, что называется историческая память. То есть, это вот, скажем, хороший, скажем, такой механизм, вот хорошая такая тема для того, чтобы вернуться к корням, чтобы, значит, узнать, кто мы, и, значит, интересоваться своей. Ведь это очень интересно. Ведь у шотландцев тоже кланы, да? Вот до 19 века тоже были кланы. У каждого клана свой килт. Там у каждого, значит, свой какой-то орнамент. Сейчас ведь клановая система, ну, фактически там тоже ведь она отмерла. Да. Но при этом для них это, понимаете, это такая историческая память. Тогда вот давайте вот уточним этот вопрос. Какие культурные различия и насколько они ощутимы были у разных родов? Были колоссальные, значит, культурные различия. Допустим, если вот самые южные башкиры, да, то есть это, ну, фактически, ну, я вот не люблю термин полукочевники, но поскольку другого термина никакого наша социология пока не придумала, поскольку все-таки они занимались не кочеванием, все-таки они отгонным скотоводством занимались больше. Вот. На общий сыр. Ну да, но тем не менее, ладно, вот пусть полукочевники, и на самом севере, там, допустим, род Гайна, да, которые уже в 17 веке производили товарный хлеб и поставляли в Пермь, то есть они вообще никогда кочевниками. Ну, может быть, когда-то очень только давно. Но уже мы знаем, что вот те вот доступные нам обозримые источники, мы видим, что это земледельцы, это, значит, скажем, люди, которые стационарно проживают деревнями, шикарными домами, дома они строили уже тогда. Вот. И вот видите, какие различия. То есть, совершенно... То есть, не только культурно-экономические разные. Да, там абсолютно разные уклады жизни были. Конфликтовали ли между собой? Конфликты, знаете как? Конфликты, вот они в памяти эпической остались, что вот бурзяне там с кипчаками, там у них там война была, в общем-то, такая, чуть ли не резня. Вот. Ну, я не думаю, что там какие-то такие серьезные конфликты. Конечно, были земельные споры. Ну, то есть, какими-то привычными для нас терминами историческими можно сказать, какие-то междоусобные конфликты, да? Междоусобные там я бы не сказал. Были земельные споры. Земельные споры, которые всегда они пытались разрешить с помощью какой-то, значит, силы. Да, за счет, в общем, третейского суда какого-то. То ли, значит,
то ли, значит, вот это ЕЕН общебашкирский там какие-то их вопросы решал, а потом уже, значит, в качестве арбитра всегда выступала уже царская власть. Всегда писали челобитные, то есть предпочитали между собой, значит, никак. Даже я могу сказать так, даже вот у нас ученый показал, казнь, смертный приговор как приводили в исполнение. Чтобы ведь не было штатного палача, а нужно там, значит, казнить преступника. И чтобы не было так, что вот один человек из другого рода там это казнил, и потом какая-то пошла вендетта, просто, значит, привязывали к коню и пускали в степь. Все, вот такой был вид казни. Ну, у нас заканчивается время первой программы. Я вот что хочу у вас спросить. Какой род будет первым у нас и почему? Ой, я даже не знаю. Может быть, как вот у нас роды, вот в какой последовательности идут, может быть, так пойдем, я не знаю. А как вы издаете их? По количеству материала, в алфавитном порядке или как? Вы знаете, мы решили начать с северо-запада и постепенно двигаться на восток. То есть географически? Географически, да, скорее всего. Я предлагаю тогда так и начать. Какой род первый? Ну, Еней. Тогда в следующей программе мы расскажем как раз об этом роде. Спасибо большое. Я напомню, у нас в студии директор автономной некоммерческой организации «Шежире» Салават Хамидуллин, кандидат исторических наук. До свидания. До свидания.